чё же мои предки вот сюда-то приперлись, в эту Сибирь? Кыргызские коллеги говорят: мы кочевники. Я говорю: какие кочевники? Я говорю: все документы, говорят, лесные народы. Ну как они могут ко мне относиться? Ну, естественно, негативно. Киргизы, считается, это были лучшие оружеведы. Это, на мой взгляд, противоречит всем историческим документам. Но он там чистый киргиз, у него голубые глаза, рыжеволосый такой. Уважаемый Виктор Иванович, мы сейчас подойдем вот к краю вот нашего места и совершим обряд кормления духов этой местности. Это традиционный якутский обряд. Он как бы символизирует почтение к этому месту, к духам этой местности. И я вот кладу по направлениям света наши оладушки. И мы просим духов этой местности, чтобы они приняли нас и благословили нашего гостя Виктора Ивановича Казадоя, чтобы у него все получилось в этой поездке, все, что он планировал в нашей Якутии. Мы таким образом как бы просим, чтобы все, что у нас запланировано, все, что состоялось, свершилось. И, конечно же, нашим кумысом быпах окропим нашу землю. И наши салама мы тоже привяжем к этому дереву. Нөргün боллун илим сурунал каналын көрәчілерге. У нас сегодня в гостях профессор, доктор исторических наук из города Новосибирска Виктор Иванович Казадой. Виктор Иванович, ну вот мы находимся на Табягинском мысе. Это одно из таких, можно сказать, сакральных мест для якутян. И здесь такой вид, я просто, знаете, вот вы вчера сказали, что вам важно почувствовать ландшафт, увидеть реку нашу Лену, Ленебе. И это помогает вашей работе, вот, как бы походить по этим местам, посидеть. Вот, пожалуйста, ваши ощущения здесь, на этом месте. Ну, это, наверное, одно из самых красивых мест, где вообще я был. Потому что, ну, вообще могучие сибирские реки, Обь, Енисей, Лена. Вот сейчас я впервые так вот плотно посмотрел, познакомился. Ничего подобного ни в Европе, ни где-то в других странах нет. Это все ручейки маленькие по сравнению с Леной. Мне как историку, конечно, интересно, вот вы правильно говорите, да, почувствовать пространство, рельеф, как древние народы здесь стали обитать, как они пребывали. И по той тематике, которой занимаюсь, да, вот это юг Сибири, взаимодействие населения, что еще в первом тысячелетии до новой эры, с периода скифо-сибирской культуры, были вот эти контакты. У нас же, понимаете, как бы, да, в исторической науке господствует то европоцентрическая проблема, да, что вот все, что было создано, это все в Европе, а все остальное это такая периферия, а Сибирь это вообще там медведь иногда встретится, не то белый, не то бурый, и больше ничего и не было, как бы. Другая такая же концепция наподобие, это китай-центристская, для которых вот юг Сибири, где вот Минусинская котловина, я занимаюсь тематикой сибирских киргизов, это северная периферия. И то есть вот юг еще что-то было, а на севере уже ничего не было. Я категорически не согласен ни с теми, ни с другими, как бы, и в своих работах об этом всегда писал. Я почему говорю, что да, вот был киргизский мир, где вот киргизы создали, но помимо этого был мир угорский, или как вот ваш якутский ученый, очень известный Алексеев говорит, Ленский мир. Это вот Антон Николаевич Алексеев. Да. Очень много народов проживало, была целая своя цивилизация, свой мир, где здесь проходили. Дальше уже там северные народы, поля азиатские. То есть это была своя микросистема, макросистема, где были торговые пути, торговый обмен. Вот, собственно говоря, что я искал. И здесь вот
в музеях, да, обнаружил в экспозициях, что скифские котлы — это первое тысячелетие до новой эры, и причем некоторый металл был произведен в Минусе. То есть, представляете, это вот 3000 лет тому назад каким-то образом были вот эти торговые пути, да, торгово-обменные. Это, по сути дела, как вот караванные пути. Нам ведь тоже, как говорят, да, вот Великий Шелковый путь, и все, о, там, да, вот там. Но это все южнее было. Я говорю, вот до Минусы там доходил какой-то жалкий такой остаток, а на севере вообще ничего не было. А это все не так. На самом То есть деле не был так. сибирский свой Причем далеко не один путь. путь. Вот я был не так давно в Тюмени, Ханты-Мансия. У них очень много в музеях товаров, как раз изделий с Прибайкалья, Минусинская котловина, китайские. То есть это был свой торговый путь. Вот, например, если берем с Китая через Монголию, мимо Байкала, дальше по Ангаре, к Енисею, и прям Томское Приобье, и дальше туда до Тюмени, это вот Югра. Вот представляете, такой вот мир. То есть, по сути дела, вот эти вот южные дела вообще никого не касались. Там занимались очень многими вот такими изделиями, да. И, ну, свой металл был. Вот киргизы, считается, это были лучшие оружеведы, которые производили оружие, которые наконечники стрел даже китайская армия закупала, как бы, и до сих пор многие ученые удивляются. То есть баллистика была просто поразительна. Я вот работал в Минусинском музее, меня там пустили фонда, ну это что-то невообразимое. А клинки, вот, ну, 1000 лет. Я так потрогал и порезался. Они острые до сих пор. Мне там вот смотритель говорит, осторожней, говорит, можно порезаться. И, говорит, когда археологи находили кинжалы, вот раскапывали, они карандаши затачивали свои, как бы, ну, настолько все это сделано было искусно, и мастера, как бы, все это, естественно. Ну и вот мне надо было отследить вот эти вот торгово-обменные пути, возможно. Мне сейчас понятно, что вот через Ангару это вот был такой створ, с того Енисейское, Обское, вот такой вот массив, Приобье, через Ангару спускались вниз до Байкала, а потом уже на север через Лену. И вот в том числе по одной из версий научных, да, одно из племен или там родов кыргызов сибирских, чем я занимаюсь, как бы, потому что опять-таки по летописям, по монгольским там сказаниям, да, в 1207 году Чингисхан дал команду покорить лесные народы, и он считал, киргизов тоже считали лесными народами. Я вот, мне когда там кыргызские коллеги говорят, мы кочевники. Я говорю, какие кочевники? Я говорю, все документы говорят, лесные народы. Ну, о чем вы говорите, друзья мои? Так не бывает. И там говорят, что когда от Джучи-хана пришли, там сын Чингисхана, и два князя признали власть, и вроде как бы считалось, что да, вот они признали власть, там, без сопротивления, там. А оказалось, что это далеко не так. Часть родов ушли на север, потому что вот эта территория, как я говорю, это центр Хартленда. Вот, кстати, ваши ученые историки как раз эту методологию используют, что абсолютно, на мой взгляд, правильно, с чем я согласен. Это вообще, Цивилизационный, да, метод. ну, такой, не совсем цивилизационный, там, как бы, это Хартленд, это вот срединная земля, на самом деле, осевая земля, как бы, а киргизы, вот Минусинская котловина, самый центр, то есть у них направление движения было и на север, на юг, на восток, на запад, ну, то везде, то есть вот на восток они там до Амура, чуть ли не до Тихого океана доходили, как бы, это громадная, как бы, такая территория, громадное пространство, ну и здесь, по сути дела. И вот часть ушло на север, для них это тыл был, они не признали власть монголов, ушли на север, какое-то время там обитали, а потом вот по Ангаре спустились до Байкала, и потом с боями, видимо, они с тунгусами воевали, те защищали свою территорию, этим надо было как-то пробиться, вот дошли где-то вот до этих берегов, это исторические места, можно сказать, в этом большие, так сказать, а дальше уже Волоком до Вилюя, и по Вилюю туда дальше, куда я вот завтра планирую поехать. То есть это громадное пространство, громадная история, очень интересная. Вот Покровская, Покровск, да,
Там тоже планируете, как бы да. по некоторым данным, что какая-то часть там осталась, как бы и стала. Ну и вот, да, киргизы внесли какой-то свой определенный вклад. Я не знаю, там значимость как бы, наверное, не самый большой, но тем не менее. И в этногенез, и в язык якутского народа. То есть народы-то братские в этом смысле, даже на генетическом уровне. Ну вот, Виктор Иванович, вы закончили, мне кажется, очень такой огромный фундаментальный труд «Цивилизация сибирских кыргызов». Да. Также вы автор монографии «Князь Иринек». И вот это вы, получается, сейчас продолжаете, да, вот. И то, что вот вы вот это применили вот это такое определение цивилизации сибирских кыргызов, вот об этом тоже, вот какое огромное пространство занимает вот эта цивилизация. Я, так скажу, я сам сибиряк в 4-м поколении. И с детства, вот мне история нравилась, да, вот очень мальчики, ну, кто вот историей увлекается, там, мы увлекали там Древняя Греция, римляне, там, Трой, да, и мне всегда было так вот обидно, думаю, что же мои предки вот сюда-то приперлись, в эту Сибирь, ни истории не было, ни погоды, ну, вот вообще ничего. И так вот рос, сам историком где-то, ну, вот много я где-то много стран я объездил, везде побывал, смотрел, сравнивал. Мне так в душе было как-то вот посмотришь, да, таких крупных работ по истории Сибири. Да и нет, вот окладников сделал там пятикнижье, хорошая работа, ну, 60 лет назад. И потом думаю, дай-ка я вот сам чем-то напишу уже. Если никто не пишет, ну что, надо же кому-то. Кто, если не я, как говорится, да, вот к комсомоле нас учили. И я начал заниматься. И вот как раз юг Сибири, там оказались сибиряки наши, кыргызы. И настолько эта история стала интересной, настолько глубока, настолько богата вот во взаимодействии. Я не к тому, что это были единственные вот такие интересы. Нет, это был целый такой симбиоз народов. Очень интересно. Вот самодийцы, это очень интереснейшая история. Она не описана фактически, к большому сожалению. Ну вот так вот отношение к истории Сибири всегда было такое не очень, чтобы вот ахти. И я так чем больше и больше занимался, потом я вышел вот на фигуру такого исторического деятеля князь Иринек, это 17 век. Он действовал примерно в то же самое время, как вот легендарный герой якутов Наш Тагындархан, Тагындархан, да, да, Тагындархан. да. Ну, то есть Тагындархан это где-то первая половина 17 века, а у того примерно ну, где-то вторая половина 17 века. И я не так давно посмотрел фильм, мне очень понравился. О Тагындархане Да, фильм да, да, наш да, да, да. якутский. Там 2 часа, там такая природа, там все это экспозиция. Ну, очень много параллелей вот как раз с той историей, которую я писал по Ренеку, как бы. И я так, мне это очень так в дополнение. И сначала эту книгу вышла, я понял, что я прикоснулся, ну, к вершинке айсберга. И поэтому начал дальше смотреть и вышел на тему цивилизации сибирских киргизов, потому что абсолютно очевидно стало, что это был народ оседлый, это были земледельцы, у них были свои ирригационные каналы. А мы же знаем по истории древнего мира ирригационные каналы. Это Египет, Месопотамия, Китай, Индия. А здесь то же самое, как бы громадные каналы, там по 50, по 30 километров. И вот я, когда ездил в Хакасию, я был на остатках этих каналов. Это просто, ну, поразительные, как бы, вещи, как бы, да. Поэтому я назвал, что это не просто была локальная цивилизация, это была 5-я речная цивилизация, где вся жизнь, вся цивилизация строится вокруг рек. Река. Да, Енисей, Абакан и много других, как бы, потому что земля очень плодородная была, но было мало влаги. И поэтому там с древнейших времен начали сначала тагарцы еще реки рыли, а киргизы уже довели и до совершенства. Там запоры, водохранилища, там чего-то. А у меня мой научный руководитель, он всю жизнь отработал в институте, Осипов Алексей Григорьевич, я говорю, тот самый, который голова. Помните, это говорит, ну, голова, я бы ему там палец в рот не положил. А он всю жизнь отработал в институте геодезия. И мы на даче сидели после парилки, я говорю, вот там киргизы каналы строили. Рассказ, смотрю, у него глаза такие расширяются, говорит, ты вообще понимаешь, что такое канал построить? Я говорю, ну откуда я понимаю, я же никогда не занимался, слава богу. Он говорит, а мы-то занимались, институт, вот, проектировали.
Говорит, для того, чтобы сделать канал, чтобы он там столетиями функционировал, это значит, они должны обладать знаниями математики, астрономии, инженерное дело и очень много других вещей сопутствующих, что это не письменность, когда Да, появляется, письменность. это очень обязательно, ну, требование, потому что это вот эта вот организация, это появляется определенный слой бюрократии чиновников. У кочевников же, как правило, нету бюрократии, а у них была своя бюрократия, она очень схожая с китайской бюрократией. Вот организация была, это вот в письменных источниках все указано. А вот когда появляется слой управленцев, да, охранники, это появляется особый тип государства, управления. То есть не такое, как у кочевников. У кочевников, я не к тому, что там кто лучше, кто хуже, это просто показываю разницу. У кочевника, как правило, появляется какой-то вождь, харизматический лидер, да, он вокруг себя организовывает отряд, и они там идут. Вот Тюкю, да, или там древние тюрки. Тумен организовался, да, всех победили, они там всех разорвали на части. Он умер, наследники начинают делить как бы власть. 30 лет и нету тюркского каганата. Все, закончилось. Потом через 100 лет только второй там что-то организовал, и то это большой вопрос. А у этих как бы вот государственность возникла, но это где-то вот по документам, по китайским сымацань, шизы, да, это 3 век до новой эры. Ну вот нужно представить, то есть, по сути дела, в Сибири только была государственность, не примерно 19 веков. Это Огромный запласт. Да. громадный пласт, как бы 19 веков, там была автономия, ну, протекторат, федерация, конфедерация, разные. Ну и при этом вот независимое государство, это с 820 года до 1207 года, 387 лет. Ни у кого такой продолжительности независимого государства времена просто не было. Ну и территорию, конечно, они там заняли примерно по китайским летописям, что сравнивать с тюркским каганатом, с тюкюесским, это примерно 6 миллионов квадратных километров. Это гораздо больше, чем Римская империя в период своего рассвета, там 5,2, чем империя Александра Македонского. Войско где-то примерно 100 тысяч человек, 30 тысяч конников, тяжело вооруженных. Это рыцари. Мы вот говорим, там рыцари, да, там Айвенго, прочее, все там 100 человек рыцарей с одной стороны, 200 с другой. И вот там как бы во Франции за все там годы на самый пик было 2000 рыцарей, потому что это очень дорого. У них было 30 тысяч. Это где кони в панцирях, кольчуга, вооружение. Но это же стоит больших денег. Ну, в смысле, каких-то расходов. Это значит, они могли, уровень экономики, хозяйства был такой, что они могли себе позволить. И в 840 году они разгромили уйгурский каганат. А уйгурский каганат это было очень мощное государство. Они захватили столицу, забрали все, что там уйгуры копили 200 лет, сожгли, хана убили, как водится по тем правилам. Конечно. Там была еще интересная ситуация с женой хана, но это уже отдельная история такая. Ну, у вас такой новый взгляд вообще на историю Сибири в целом, да, получается. Вот, а как это воспринимают ваши коллеги, историки? Все-таки это, наверное, дискуссионные вопросы. Не, ну понимаете, которые, вопрос да. какой? Ну как вот воспринимают? Там по-разному воспринимают. Если там взять наши новосибирские, да, вот, ну вот вы представьте, сидят там академики, профессоры, по 40, по 50 лет что-то пишут, там, да, какие-то статьи, там, лоб морщит, там, еще чего-то. И чего добились-то? Вдруг появляется кто-то и говорит, У вас так как тут бы цивилизация, новое тут же слово цивилизация в была. истории. А получается, что они за всю свою жизнь не заметили этого. Ну как они могут ко мне относиться? Ну, естественно, негативно будет относиться. Но меня это не волнует никак, потому что есть много людей, которым это интересно. Есть люди, в том числе и ученые, доктора наук. У меня гораздо лучше отношения, например, с московскими, с питерскими учеными, чем с нашими местными, потому что это еще в Писании было сказано. Нет пророка в своем отечестве. Это как бы понятно. С И у Киргизстаном вас тоже. Кыргызстан, Казахстан, да, у вас тоже там очень Ну, хорошая да. аудитория же. Там аудитория Да. хорошая, да, в основном среди любителей Ага. и ряд ученых. Хотя официальная профессура, они так не очень, чтобы хорошо, потому что у них другие концепции.
они вообще отрицают полностью, как бы, что тяньшанские киргизы и сибирские, енисейские — это родственные. Они считают, что это разные народы. Хотя это, на мой взгляд, противоречит всем историческим документам. Это противоречит генетике и просто здравому смыслу. Как оно было. Даже тот эпос Манас как бы там говорит про Сибирь, про Алтай еще, и как бы отрицать все эти вещи, ну, очень Виктор Иванович, вы сложно. да, в рамках своей концепции изучения, исследования, вы побывали во многих регионах Сибири, то есть вы, можно сказать, уже как бы на практике исследуете в местных музеях, какие экспонаты. Да. 5-й год занимаюсь плотно именно вот, ну так получилось, меня затянуло как воронку эта киргизская тематика. Я в целом уже в своих экспедициях проехал более 80 тысяч километров. То есть 2 раза вокруг по меридиану вокруг земного шара, как бы, ну, так получилось. Вот с 23 ноября я начал 3-й вот проект под названием условно «Кыргызский мир». Я работал в Мариинске, там самый ценный музей Хакасия, затем был в Туве, потом Степной Алтай, Алтайский край, Томская область, Красноярский край, вплоть там уже до Ледовитого океана, Дудинка, Норильск, Тура, потом вот Тюменская область, Ханты-Манси и Кемеровская область, ну, Новосибирская область, потому что там тоже было. Ну, то есть очень много где побывал, встречаясь с очень многими учеными. Вы знаете, вот на удивление везде как бы, ну, я не могу сказать, что там с восторгом, ну, вполне спокойно, нормально, как бы, ну, интересно, почему бы нет, как бы вызывает определенный интерес, как бы так. Это не значит, что все должны соглашаться со мной, но, по крайней мере, готовы воспринимать, и это очень ценно, как бы. И вы приехали в Якутию. Сейчас я приехал в Якутию, да, вот я хочу посмотреть, уже, ну, вернее, посмотрел музеи, библиотеки, архивы, что есть, можно посмотреть вот киргизский след, потому что есть много легенд, фольклора, топонимика, что здесь вот киргизы были. Вот, судя по всему, где-то в этих местах, может быть, они стояли на этом косогоре. Вот, камеры не было, как бы они между собой там занимались. И вот эти места, вот, где сейчас Покровск, Вилюй, это вот места обитания, где они там находились. И причем, как по источникам, уже по русским документам, род киргиз был зафиксирован здесь еще в начале 18 века. Что потом стало, я уже не знаю, но это тоже, если они прибыли сюда где-то в 13 веке, 18, почти полтысячелетия, то есть они здесь обитали. И у вас очень заинтересованный разговор состоялся в Институте губернатора исследований, Да, совершенно. нашими историками. Да, да. И вот, а дальше, Виктор Иванович, после Якутии вы куда планируете? Как у меня бабушка говорила, как люди пустят. История — это наука не для бедных людей. Как опять порешаю потихоньку организационные вопросы. Вообще в планах, конечно, побывать еще на Дальнем Востоке. Это вот и Байкал, Бурятия, до где-то Благовещенска, потому что, опять-таки, по источникам киргизы расселялись вплоть до верховья Амура, а вполне возможно доходили и до Тихого океана. Ну вот чуть там дальше, где Приморье не могли попасть, там было очень сильное такое интересное государство Бахай. Это тунгуссо-маньчжурские государства. А вот севернее вполне могли туда попасть, как бы в этом плане. То есть вот я хочу там посмотреть. Ну и плюс вот Запад, потому что, как я говорю, направление движения было разное, в том числе на юг. Это Монголия, Китай, потом, ну, собственно говоря, в самом Кыргызстане, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, плюс вот Калмыкия, Башкирия. Я, кстати, был в Башкирии. Там есть 3 района компактного проживания. Род кыргыз. Они там уже 1000 лет проживают. Как бы там вот Башкирия, у них 40 родов, и один из них род кыргыз. Я с ними там встречался. Они, говорю, вы откуда? Кто вы вообще такие? И там главный краевед у них, кто собирает, он говорит, наши предки прибыли с Енисея. То есть они это помнят. Как раз, да, сибирский. Да, да. Прям, ну, он там чистый киргиз, у него голубые глаза, рыжеволосый такой, бледнолицый.
относительно, как бы, ну, такой европеоидный тип, как бы, это вот такие коренные они были, кто там, потому что киргизы, генгуни, они изначально с- смешались с длинными, длинные это вообще европеоиды, вот такая вот помесь была, получилась такая гремучая смесь, где, видимо, дало такой толчок цивилизационный, как по Тойнби говорил, цивилизационный стимул. Да. Что он говорит, метисы самые такие, говорит, они продвинутые с точки зрения там каких-то достижений и там прочее. Говорит. Вот у них как раз это все сошлось. А вот на самом деле как бы очень много вот есть у тувинцев, род кыргыз, которые там где-то с 9 века обитают. И что самое интересное, вот проходит, ну, 1000 лет, да, больше, у людей сохраняется само название, самосознание, что они, да, вот к этому роду относятся. Да, они там сейчас себя считают тувинцами, кто-то башкирами, кто-то там казахами, как бы. А тем не менее, как бы род вот этот сохраняется, как бы. Этот, почему я говорю, что есть основания вот считать, это, ну, да, что был и есть определенный кыргызский мир. Он не единственный, не самый лучший, но вот один из историй, которой я и занимаюсь. Ну вот, Виктор Иванович, я на этом священном месте пожелал бы вам удачи в ваших поисках, и вы открываете совершенно как бы другую картину Сибири. И мне кажется, это очень нужно сегодня и сейчас, поэтому пожелал бы удачи. Мы накормили духов Да, этой они нашей... нам помогут Да, обязательно. обязательно должны помочь этого святого Ну да, места. сегодня много символов. Я вот говорил, что да, таксист оказался кыргыз, который меня узнал. Это неспроста. Я думаю, что Ну, вообще есть интерес. духи да? сибирских киргизов не Мгм. посылают свои сигналы постоянно своих провожатых, чтобы не заблудился здесь. Понимаешь ли? А вот, да, тогда такой вопрос еще. Вот у молодежи Кыргызстана, Казахстана, России, есть ли интерес к вот, древней истории наших стран? Ну, везде по-разному. Мгм. В России, например, ну, нет такого эмоционального включения, да. Я тоже говорю, вот у меня нет такого глубокого эмоционального включения, потому что, ну, я не киргиз. Я ученый, и мне это вот интересно. Ну, вот как мы изучаем, например, там, историю Древней Греции, да, вот примерно, что, о, круто было. Вот. Это, в целом историки ничем занимаются. Они же занимаются на каких-то примерах истории человечества в целом, как от обезьяны отошли и вот чем там занимались. А это все разные примеры. Вот мы и занимаемся, да. Мне показалась эта история очень интересной. Она особенно интересна в том, что это было первое государство в Сибири. А я сам сибиряк, коренной, как бы. Мне вот это вот все прям. Потому что сибиряк это не нация, да, это образ жизни определенный. И мы, сибиряки, отличаемся, кто бы мы там не были, да, вот с теми же москвичами, например, да, или центральная Россия. Ну, не хуже, не лучше, но мы просто другие. Мы просто другие, мы отличаемся, у нас много схожего. Я вот был в Кыргызстане, меня повели там партнера этноресторан и говорят, сейчас мы вас угостим таким блюдом, которое вы никогда не ели. И приносят там колбаса, типа домашняя, вот когда это, ну, кишки, да, там промывает и всякой требухой набьет. Я говорю, о, так у нас бабушка делала, это кровянка там или крупянка называлась. Ну, в Сибири там все же настолько все перемешано, как бы, и там определить кто что, и каких-то проблем-то таких вообще, по сути дела, нету, потому что иначе не выживешь, если с кем-то тут. И, Виктор Иванович, вы же работаете над большим трудом по истории Сибири, да? Вот это то, что вы... Ну, это часть, да. Это вот то, что вы Это рассказали, часть, да. это часть этого большого часть, труда. Это будет такое научно-популярное издание, да? Нет, киргизский мир, это Нет, монография, это научный труд. Нет, история Да. Сибири. А история Сибири, ну, если получится, если времени будет, потому что, понимаете, как бы вот эта тематика, она настолько объемна, занимает все время. Я сейчас ничем не занимаюсь, только вот этим. Меня, слава богу, жена меня освободила от всех бытовых проблем. На ней все эти тяготы и лишения бытовой жизни, а я занимаюсь... Ну, у меня обычный день, это 10-12 часов рабочих. Рабочий день, как бы, я больше ничем не занимаюсь, как бы, практически без выходных, редкий когда отпуск. Вот я больше всего высыпаюсь, когда вот в командировке где-нибудь, в гостинице можно поспать, а так. Обычно я по ночам еще работаю. Ну, уже вошел, когда в раш, уже там остановиться уже тяжело. И постоянно мне. Я когда по Гиханову книгу писал, мне говорили, вот
там твои казахи. Сейчас говорят, вот твои киргизы. Я уже ни с кем не Твои. спорю. Ну, мои так мои, ладно. Бог с вами, чем мне теперь. Я тут... Хорошо, Виктор Иванович, спасибо Да, это большое история Сибири. за ваш рассказ. Еще раз успехов. Вам пожелать спасибо, вашим- что за такую красоту Да, мне вот это показали. Я Наша приобщился, река, наша матушка подзарядился энергией. Сейчас буду всем рассказывать, где был, что видел, где ты был и как ты спасся. Лена.